На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполнение на 258% или более миллиарда рублей. Отдел по контролю и координации деятельности службы судисполнителей Минюста отчитался об итогах работы за 2024 год. Договорились встречаться раз в неделю. В парламенте прошло первое заседание рабочей группы по конституционной реформе. Давид Шанава, абхазская звезда пауэрлифтинга. Мы продолжаем серию спортивных материалов на Абаза ТВ. Посол Абхазии в России Алхаз Квицини обратился к соотечественникам, проживающим в Российской Федерации, в связи с активно обсуждаемым в последние дни вопросом открытия в России избирательных участков по выборам президента Абхазии. Дипломат напомнил о том, что с 2009 года по сложившейся практике избирательные участки на территории Российской Федерации открывались только в Москве и Черкесске. Подавляющая часть ваших обращений была направлена и получена посольством после истечения, согласно выборному законодательству Республики Абхазия, приемлемых сроков принятия решений по образованию избирательных участков за пределами Абхазии, говорится в частности в обращении посла. Квицини заверил всех, что в случае принятия в приемлемые сроки до дня голосования депутатами парламента поправок к выборному законодательству посольство незамедлительно направит предложение об открытии дополнительных участков в ЦИК республики. Абхазия в координации с Россией готова пресекать вмешательство недружественных стран в президентские выборы, заявил советник абхазского посольства в Москве Кан Таня. Он пояснил, что список таких стран для Абхазии совпадает с российским. Мы отслеживаем ситуацию и в случае попыток вмешательства, думаю, обязательно совместно с экспертами и специалистами из России примем в рамках законодательства решения, которые будут препятствовать их вмешательству, подчеркнул Таня. Нет альтернативы нашему единству, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба на встрече с избирателями в селе Приморское Гудаутского района. Разобщение в обществе по национальным или религиозным признакам, по его убеждению, тормозит развитие Абхазии. Гунба заявил, что республика всегда гордилась культурным многообразием. Мы всегда славились, наш народ гордился тем, что мы едины. Многообразие культур, многообразие традиций формировало всех нас, сказал кандидат Бадра Гунба. Появились нотки разделения по национальным признакам, по религиозным признакам. Все это нам не даст возможности развиваться. Мы всегда славились, наш народ гордился тем, что мы едины. Многообразие культур, многообразие традиций формировало всех нас, обобщало всех нас. К сожалению, вперед, когда мы должны развиваться, эти процессы тормозят наше развитие. В этом смысле нет альтернативы нашему единству. Кандидат в президенты Адгур Ардзинба и кандидат в вице-президенты Алхаз Джинджал за последние 2 дня провели несколько встреч в городе Сухум. Встреча со спортсменами и молодежью состоялась в гостинице «Атриум Виктория». Большая встреча с избирателями также прошла в районе Виема. Куда бы мы ни приезжали, с Алхазом Владимировичем, у нас одна проблема, люди не помещаются, много приходится людям стоять. Это говорит о том, что у людей есть чувство патриотизма, любви, беспокойства к происходящим процессам. Несмотря на все попытки разного рода манипуляторов высокого уровня, которые нам пытались внушить, что мы сами ничего не можем, что мы государство построить не можем, наш народ все-таки очень-очень такой сильный. Продолжаем выпуск.
политических кругах Абхазии, а также в ряде телеграм-каналов широко обсуждается возможность визита в Абхазию российского государственного деятеля, первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. На данный момент официального подтверждения этой информации мы не получили ни в российских, ни в абхазских государственных структурах. Напомним, в последний раз уроженец Сухума Сергей Кириенко посещал Абхазию 29 марта 1999 года с частным визитом и встречался с руководством республики. Смотрите видео из архива программы «День в истории Абхазии». 29 марта 1999 года президент Абхазии Владислав Ардзинба принял находившегося в Сухуме с частным визитом экс-премьер-министра Российской Федерации, уроженца Абхазии Сергея Кириенко. Для меня очень важно было иметь возможность сегодня подробно поговорить и с президентом, и с председателем правительства о том, что должно происходить в Абхазии, какова здесь может быть роль России. Конечно, меня в первую очередь интересует экономика. Нормальная жизнь может быть только тогда, когда работает экономика. Я за самостоятельную, свободную Абхазию, но всегда у меня возникает большой вопрос, в первую очередь, для чего это нужно? В первую очередь это нужно для того, чтобы люди нормально жили. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением по вопросу лишения гражданства Российской Федерации общественных и политических деятелей, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Кана Кварча и Ливана Микава. В нем отмечается: данная ситуация бросает тень на уровень взаимоотношений двух дружественных государств, построенных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Ни одно уполномоченное официальными органами России лицо не подтверждает данную информацию. Нет внятного и аргументированного разъяснения по этому поводу МИД Абхазии и посольства Абхазии в России. В практике межгосударственных отношений, тем более, когда речь идет о взаимоотношениях дружественных стран, подобные вопросы комментируются на официальном уровне, ибо вопросы предоставления гражданства или его лишения достаточно деликатные. В отсутствие определенности в период предвыборной лихорадки нечистоплотные СМИ совершенно бесцеремонно начинают внушать, что гражданства России могут быть лишены и другие абхазские общественные и политические деятели, в том числе неугодные отдельным кругам кандидаты в президенты Абхазии, говорится в заявлении ФНЯ. Читать то, что у нас пишут про Абхазию, решительно невозможно. Ни один Госдеп и ни одно ЦРУ вместе с грузинскими спецслужбами не сделают для очернения частично признанной больше, чем иные публицисты. Об этом в своем телеграм-канале об истории, актуальной политике и международных отношениях пишет известный российский политолог Сергей Маркедонов. Он также отмечает: весьма показательно, воздержусь от конкретных имен и названий изданий, чтобы не делать никому рекламы, что ряд товарищей у нас перепутали Бганбу и Гунбу и приписали обращение другому политику и человеку. В этом, как в капле воды, просвечивается не только незнание и непонимание абхазской политики, а пренебрежение и высокомерие. Господа товарищи, при таких подходах империи и великие державы не строят, их разносят в хлам. Конец цитаты. Обращается к организаторам музыкального фестиваля Interview Open Berlin не оказывать содействия распространению ложной информации и использованию культуры в качестве инструмента для удовлетворения политических амбиций Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Как в частности отмечается в обращении МИД, обратили внимание на публикацию на сайте фестиваля Interview Open информации о так называемом Государственном драматическом театре города Сухуми и его выступлении в рамках фестиваля. Подчеркиваем, что данный театр не имеет никакого отношения к Республике Абхазия. Фальсификация истории не является чем-то новым для грузинской пропаганды. Грузинская сторона пытается стереть из памяти факт вооруженной агрессии в отношении Абхазии в 1992-1993 годах, используя в том числе пропаганду в сфере культуры, фальсифицируя историю. У представителей Грузии есть широкие возможности для озвучивания своей точки зрения, выступая на различных международных форумах, в том числе в ООН. При этом творческие коллективы из Республики Абхазия ограничены в возможности выступления за рубежом, в том числе из-за визовой политики стран так называемого коллективного Запада и целенаправленной изоляции артистов Абхазии из международных форматов разного уровня и по направлениям по инициативе грузинской стороны. Конец цитаты.
В парламенте создана рабочая группа по конституционной реформе под руководством Беслана Халваш, председателя комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Первое заседание состоялось 29 января. Предыдущая попытка разработать и провести реформу Конституции не увенчалась успехом. Комиссия при президенте работала почти 3 года, но ее предложения не устроили администрацию президента, и проект был отозван из парламента. В составе новой рабочей группы 27 человек, свои предложения они должны представить до 1 июня текущего года. Подробнее Надежда Боровикова. Рабочая группа Народного собрания по выработке предложения о поправках к Конституции была создана 30 декабря 2024 года, а спустя месяц состоялось первое заседание рабочей группы. В нее, кроме депутатов парламента, вошли представители исполнительной и судебной ветвей власти, а также члены политических партий и общественных организаций. Я очень сильно надеюсь на то, что мы все, представляя разные политические силы, движения, разные ветви власти, мы вместе сумеем выработать механизм согласованных предложений, которые мы представим и парламенту, да, или же, если будет в этом необходимость, может быть, да, будет вынесен на референдум. В зависимости от того, какое решение примете вы и парламент нашей страны. Общественный деятель Батал Тапагуа предложил взять за основу обсуждения проект, разработанный предыдущей комиссией при президенте Абхазии. Может быть, есть смысл наполнить вот то, что есть сейчас Конституцию, то есть придать больше функции парламента в плане изменений в отношении того, что парламент имел возможности принимать прямое участие в формировании правительства, и президентская власть, какая есть у нас, остается, но это уже немножко будет с определенными функциями передано парламент, достаточно серьезными. Назначение министров, дебаты этих министров с парламентом, где они будут защищать те вопросы, которые они собираются. И возможность парламента иметь отправить в отставку правительство в любое время, или отдельного министра. Не так, как у нас в законе, что это можно сделать, но без президента нельзя. Я думаю, вот можно легко начать. Не так вот сейчас что-то перешерстить, а вот поднять функции возможности парламента, уменьшить функции президента, чтобы президент согласовывал вопросы назначения правительства через парламент. Некий двойной такой контроль. Ну, мне так кажется. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба участвовал в работе прошлой комиссии и снова включен в рабочую группу. В прошлый раз инициатива не прошла из-за вывода комиссии о необходимости ликвидировать должность премьер-министра. Я бы не спешил убирать должность главы правительства, но остальные предложения комиссии достойны внимания, подчеркнул депутат Хутаба. Те вопросы, которые вы озвучили, то, что касается назначения министров, на мой взгляд, это очень нужная вещь. Я бы еще, правда, туда и добавил бы еще, чтобы у нас были функции контроля над генеральным прокурором. Да, мне кажется, тоже очень важно, потому что у нас почему-то многие думают, что они могут трактовать Конституцию, как они считают, а не Конституционный суд, например. То есть нужно внести ряд поправок, которые позволят нам, наверное, не общую конструкцию менять, а устанавливать какие-то правила в тех ситуациях, которые пока еще недостаточно проработаны для того, чтобы Конституция работала у нас лучше. Общественный деятель Алмаз Джапуа подчеркнул, что реализовать такой масштабный проект можно только при поддержке парламента и Конституционного суда. Как я это вижу? Мы сейчас до июня месяца будем работать, и даже бы, если мы не спорили, собрали воедино все предложения, составили единый документ. Готовы ли депутаты будут потом в процессе выработать наши решения, согласовать, одобрить и отправить в Конституционный суд? Это раз момент. Второй момент. Не знаю, как это будет звучать из моих уст, но мне кажется, институт Конституционного суда в достаточной степени является преградой для реализации такого рода законодательства. Потому что во многом оно достаточно сопряжено с исполнительной властью в части назначения, отстранения от должности, поэтому в целом они всегда будут принимать сторону исполнительной власти, которая там хочет, не хочет изменений. Практически, кроме инициатив, которые присылает президент, обратите внимание, в практике Конституционного суда не существует, что они одобрили какие-то другие депутатские, общественные
любые проекты изменений, которые предлагают им. Только те, что приносят исполнительную власть. И, возможно, было бы правильно, я не знаю, насколько это законодательно, возможно, им запрещено, чтобы мы даже на этом этапе проекта попробовали консультироваться с ними. Председатель арбитражного суда Фатима Квициния подняла вопрос о том, насколько правомерно участие судей в комиссии по реформе Конституции, отметив при этом, что у нее самой нет однозначного ответа на этот вопрос. Да, если какие-то предложения по совершенствованию законодательства о судебной власти, в данном случае там раздела Конституции, конечно, мы какие-то рекомендации, что знаем, порекомендуем. Но почему я это говорю? Было обращение, которое подписали до этого, да, вот наши коллеги тоже некоторые подписали с просьбой о реформировании политической системы, общества и так далее. Много было вопросов, многие спрашивали и говорили, почему судьи это подписывают, чтобы вот этот вопрос потом не встал. Законодательно что запрещено? Участвовать в политических баталиях, кого-то поддерживать. Нам предписано быть политически нейтральными. Вот что нам предположено. Но, может, я ошибаюсь, раз присутствуют в работе представители различных политических партий, и это преподносится обществу, что идет реформирование политической системы, а ведь так же говорят, вы же средства массовой информации слушаете, что потом не получилось, что вот комиссия поработала, оказывается, там судьи, и сами судьи не знали, и что потом вот это все на смарку где пошло. Депутат Даутхутаба и общественный деятель Алхас Тхагушев высказались в поддержку участия судей в рабочей группе по реформе Конституции. Судьи арбитражного суда, общей юрисдикции судов имеют право. Что касается судей Конституционного суда, я все-таки считаю, что, наверное, их нельзя привлекать, прежде всего, потому что может возникнуть конфликт интересов. Ну, и не привлечены, я говорю, да, раз озвучивали. Будет все-таки конфликт интересов, мне кажется, когда они участвуют здесь, и потом документ приходит им. Мне кажется, этого делать не нужно. А насчет того, что участвовать в политической деятельности, я совершенно не считаю это вообще именно политической деятельностью. Знаете, если мы говорим про судейское сообщество, вы меня извините, но мы провели там реформу, там много чего сделано. Но мы не видим судейское сообщество как субъекта. А вот такое участие в таких комиссиях, я надеюсь, подвигнет этих людей стать, наконец, субъектом. Не бороться за власть, потому что, извините меня, когда люди идут к президенту там, на ангажированные какие-то заседания и участвует председатель там, Конституционного или Верховного суда, к чести сказать, уважаемая Фатима Алексеевна, ее там не было, то судейское сообщество где у нас? Вы ведь власти. Вы не должны бояться показывать людям, что никто, никакой президент, никакая исполнительная власть не может, извините меня, вас ноги вытирать. Никто не может этого делать. Вот где ваша политика должна быть. Вот такую политику вы должны проводить. Вы должны показать нашей стране, все судьи здесь присутствующие, что вы субъектны. Понимаете? Что вы не приложение к очередной исполнительной власти. А так, к сожалению, у нас все эти годы было. Вы безголосые, а некоторые из вас идут туда и поддерживают, и ангажированы, понимаете? А реакции никакой на это нет. А вы должны реагировать. На любое давление в ваш адрес вы должны реагировать. И эта тишина, она ненормальная, она нездоровая. Начальник юридического отдела Национального банка Абхазии Олег Папаскири также принимал участие в работе прошлой комиссии. Он предложил до начала работы обсудить детали процесса, чтобы участники группы понимали, что будет с результатом их трудов. Как говорится, пока на берегу, стоит четко определить, может даже в виде некого документа письменного о том, как принимаются решения, каков в том числе масштаб вопросов, то есть 2 главы, 3 главы, все остальные, кроме 1-2 главы, может вообще все там, глав 10 и прочее. Это момент тоже важный, чтобы четко была понятна задача и рамки этой комиссии. Мне кажется, это вопрос, который важен для всех. Что будет по итогам? Это будет текст концепции, изложенный простым языком, или это будет уже законопроект? Если принимается итоговое решение там, по итоговой модели комиссии, голосованием, либо будут разные варианты. Этот момент тоже важно понять. И самый момент краеугольный, что будет выноситься, и будет ли вообще выноситься то, что делает комиссия. Это будет решать кто?
депутаты, либо они обязаны вынести, а потом уже, может, отклонить. Вот эти моменты, которые важно будет заранее, чтобы все участники комиссии понимали, что будет с трудом этой комиссии, с этими наработками, с этими моделями. Юрист Саид Гизердава, принимавший участие в работе нескольких комиссий по конституционной реформе, предложил изучить все проекты, разработанные разными группами и общественными организациями. Мы наработали вот определенный текст, и у нас есть определенное мнение о том, насколько наш именно текст был представлен в Конституционную комиссию. Но Баталов Иванович совершенно верно сказал, что вот тот текст, который вышел из нашей комиссии, можно и тот, в принципе, текст, который попал в Конституционный суд, тоже рассмотреть. Это тоже вариант, это официальный документ, поступивший от президента. Есть, собственно, и наш проект. Есть концепции моих коллег, они тоже об этом скажут. Мне кажется, что надо рассмотреть. Есть и варианты, проекты, которые поступали во время работы на комиссии. Был проект, но, к сожалению, он поступил к нам довольно поздно. Комиссия уже практически завершала работу, и это большой объемный документ, но тем не менее он сформулирован. Мне кажется, что нам тоже необходимо вот такие публичные проекты, которые были подготовлены, их рассмотреть, принять во внимание. Завершая первое заседание новой рабочей группы, участники договорились в ближайшие дни утвердить регламент работы, встречаться один раз в неделю, а решения по тем или иным предложениям утверждать простым большинством. Результаты работы группа должна представить до 1 июня текущего года. Надежда Боровикова, Инна Гухава, Абаза ТВ. Отдел по контролю и координации деятельности службы судебных исполнителей Минюста отчитался об итогах работы за 2024 год. Из 4496 дел исполнительных производств было прекращено и окончено по различным основаниям 1553 дела на общую сумму 1 миллиард 27 миллионов 917 тысяч 673 рубля. Отмечена положительная динамика роста исполнения по различным основаниям в денежном эквиваленте в размере 258%. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. Подводя итоги за отчетный период, руководитель отдела Саид Малия отметил, что из 4496 дел исполнительных производств было прекращено и окончено по различным основаниям 1553 дела на общую сумму 1 миллиард 27 миллионов 917 тысяч 673 рубля, что значительно больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Отмечена положительная динамика роста исполнения по различным основаниям в денежном эквиваленте в размере 258%. Прекращено 60 дел на сумму 187 миллионов 396 тысяч 191 рубль, из которых по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 44 Закона Республики Абхазия об исполнительном производстве 3 дела, то есть в связи со смертью сторон, взыскателя или должника, на сумму 188 тысяч 867 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 2 дела, то есть в связи с отменой судом исполнительного документа на сумму 1 миллион 914 тысяч 896 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 10 дел, то есть в связи с заключением мирового соглашения между сторонами на сумму 1 миллион 712 тысяч 13 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 1 дело, то есть в связи с отменой судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ на сумму 179 миллионов 622 тысячи 233 рубля. Также в рамках борьбы с незаконной деятельностью по добыче криптовалют судебными исполнителями совместно с сотрудниками ГТК и Госстандарта уничтожено более 150 конфискованных майнинг-аппаратов. С короткими отчетами выступили руководители территориальных отделов службы. Исполняющий обязанности вице-премьера, министр финансов Владимир Делба отметил, что Минюст – одно из основных бюджетообразующих ведомств. И поэтому о роли и значении как министерства, так и в частности службы, наверное, не в этой аудитории нам говорить, потому что мы, заслушав сегодня доклады, убедились в том, что служба набирает очень хорошие обороты, потенциал есть, работа ведется достаточно активно, успешно, мы это наблюдаем и
по поступлениям в доходную часть бюджета. Но, как мы говорим, доходы государства, которые формируются за счет штрафов, это не лучший показатель, но, тем не менее, дает возможность тем юридическим и физическим лицам, которые уплачивают штрафы, не повторять эти нарушения, а другим вообще не прибегать к таким в принципе. Министерство по налогам и сборам активно взаимодействует со службой судебных исполнителей в целях обеспечения поступления бюджетных платежей. Наши ведомства активно ведут работу в сторону принятия мер по регулированию задолженности перед бюджетом Республики Абхазия. Посредством применения Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия совместно со службой судебных исполнителей комплекса мер принудительного взыскания. Качественное решение поставленных задач по регулированию задолженности налогоплательщиков, стоящих перед Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия, возможно лишь при активном взаимодействии наших ведомств, в том числе и по проблемным долгам. Начальник госавтоинспекции сказал, что их ведомство также взаимодействует с судисполнителями. По словам Дамея Авицба, создание самой службы стало существенным прорывом в области исполнения законодательства. Ведь по факту у службы есть рычаги и право для осуществления прямых функций взыскания штрафов. Однако мы все понимаем, что на практике многое зависит от взаимодействия с другими органами. Если говорить о сотрудничестве между службой судебных исполнителей и УГАИ, то могу назвать его активным, эффективным и результативным. С 2019 года мы получаем постановление по запрету регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должникам, а также постановление о временном ограничении на право управления транспортным средством. Это позволяет эффективно выявлять таких граждан и обращаться в службу судебных исполнителей, чтобы они исполняли требования исполнительных документов. Заместитель министра юстиции Руслан Лагвилава отметил, что происходящие в службе процессы динамичны и требуют постоянной своевременной корректировки. В этой связи в 2025 году будет продолжена принятая практика проведения расширенных совещаний по итогам каждого истекшего периода. Данный формат работы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, поскольку обеспечивает прозрачность деятельности и возможность конструктивного диалога. При этом безусловным приоритетом было, есть и остается соблюдение законности в действиях каждого должностного лица службы. Уважаемые сотрудники службы, результаты вашей работы высоко ценятся руководством Министерства юстиции. Со своей стороны мы разрабатываем ряд мер по повышению престижа вашей службы. В заключение хочу подчеркнуть, что служба судебных исполнителей Минюста Абхазии сегодня является слаженным коллективом единомышленников, которые трудятся в напряженных условиях, не считаясь с личным временем. Благодарю за службу и за проделанную работу. По результатам итогового совещания будут приняты решения, определяющие цели и задачи службы на краткосрочную и среднесрочную перспективы. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. Авария произошла 30 января на 45-м километре республиканской трассы. Водитель «Лексус» не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение моста, сообщил спутник глава ГАИ Абхазии Дамей Авицба. Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 17:00. Водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. У жителя села Дранда изъято наркотическое средство в крупном размере. Смотрите материал пресс-службы МВД. Следственной группой отдела внутренних дел по Гулырыбскому району принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Дранда Цулая Альберта Отаровича, 1995 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Что-либо запрещенное в гражданском обороте оружие, наркотики, боеприпасы, сильнодействующие, психотропные, ядовитые вещества вы при себе незаконно храните? Если да, что храните? Никогда. Укажите пальцем на место хранения, пожалуйста. В результате личного досмотра задержанного сотрудники уголовного розыска Гулырыбского РОВД обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством метадон в крупном размере. Альберт Цулай решением суда Гулырыбского района помещен под домашний арест.
Банк Абхазии предостерегает жителей республики от риска быть вовлеченными в мошеннические схемы. Как в частности отмечается в сообщении Нацбанка, в последнее время участились случаи, когда мошенники просят жителей оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение. В дальнейшем мошенники используют вашу банковскую карту, электронный кошелек для обналичивания денег, полученных преступным путем в результате краж, вымогательства, финансирования незаконной деятельности и так далее. Национальный банк республики призывает вас быть бдительными и не соглашаться на такие предложения. Участие в подобных схемах может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность и потерю средств. В выставочном зале АУАДа состоялась открытая лекция главы Союза журналистов Абхазии Руслана Хашик из истории абхазского государственного телевидения 1990-1994 годы, о становлении абхазского телевидения, работе редакции во время грузино-абхазской войны и о многом другом было рассказано с точки зрения непосредственного участника судьбоносных для Абхазии процессов конца прошлого века. Лекция прошла в рамках архивного проекта культурно-благотворительного фонда «Асарки». Памяти была посвящена памяти журналиста Даура Инапшба. И вот в этот период Владислав Георгиевич Арцман каждый вечер в 10 часов проводил там, в здании Гудаутского райкома партии в кабинете первого секретаря совещание со всеми членами правительства и с депутатами. И он там что-то обсуждал, и начали меня искать, и я там не оказался. И мне там позвонили, сказали, срочно, это начало 11 ночи. Хорошо, что я жил рядом где-то с райкомом, я приехал, и вот тогда же говорю, я же тебе говорил, что? Я говорю, это вы мне в Сухуми говорили. Нет, вот здесь всегда. То есть, как выстроить эти отношения, и кто возьмет в условиях войны информационную политику, как его выстроить? Кто это знает? И вот он выбрал, вот я прокручивая потом все эти события, как это было, это вот просто гениально. Сиди, слушай и делай потом свою работу, как ты это понял. Мы продолжаем серию спортивных материалов на База ТВ. Абхазский спортсмен Давид Шанава стал настоящей звездой в ноябре прошлого года на 10-м чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве, завоевав золотую медаль в весовой категории до 100 килограмм среди юных атлетов. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. В ноябре прошлого года абхазский спортсмен Давид Шанава стал победителем 10-го чемпионата мира по пауэрлифтингу в Москве. Он выступал в весовой категории до 100 килограммов среди спортсменов 14-16 лет. Все как обычно, выставили новость в Инстаграме, еще многих там ВКонтакте выкладывали, федерация выложила, и я увидел, решил подать заявку. За довольно-таки короткая подготовка вышла, потому что я травмировался до этого, чуть были проблемы с этим. За буквально месяц подготовился, даже, по-моему, чуть меньше. Ну, сделал вес, приехал, взвесился, все, выступил. Насчет эмоций были очень большие соревнования, там поначалу нельзя было даже пройти, вот в разминочной зоне просто все забито было людьми, так как было... Хоть и было очень много мест для разминки, там стоек для приседа, жимовых стоек, помостов для становой тяги, все равно все было очень занято, все забито, и прямо приходилось проталкиваться с людьми, вместе делать. Вот. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, куда входят приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. В этом виде спорта важна физическая сила, а на успех влияют генетика, методика тренировок, знание биомеханики и психологии, техника выполнения упражнений, процесс восстановления и множество других факторов. Я был очень пухлым мальчиком. Буквально 2,5 года назад я начал заниматься. Пришел с весом 105 килограмм. Ну, сейчас я тоже примерно так же вешу, но просто разница жир мышцы чуть другая. Я пришел, мне было очень тяжело заниматься, но я старался. Тогда еще жестче у меня диета была, чтобы скинуть этот вес. Я скинул до 85 килограмм, потом встретил человека, он говорит, давай вот попробуем заняться пауэрлифтинг, очень интересная тема. Я подумал, вроде я не слабый мальчик, можно попробовать. Ну и вот занялся, мне очень понравилось. Очень интересный вид спорта для меня, потому что большинство там боевых видов спорта мне не давались из-за
тяжелых кардионагрузок у меня не совсем получалось. Так что этот вид спорта для меня вот самый такой оптимальный выходит. В беседе с Давидом Шанавом мы также затронули тему питания, ведь для спортсменов пауэрлифтинга правильная диета – это во многом залог успеха. Давид рассказал о том, как он следит за своим рационом и какие продукты помогают ему достигать высоких результатов. Питание, на самом деле, одно из самых трудных в этом виде спорта. Очень надо придерживаться прям вот хорошей, правильную еду есть. Очень много белка, там, мяса постоянно просто. Меня родители уже с дома хотят выгнать, не знаю. Все, что они делают, я говорю, пожалуйста, для меня отдельно откладывайте что-то, чтобы я мог это есть, потому что не все разрешено мне. И очень тяжело это, да, но потихоньку привыкается. И, становится образом жизни уже. А насчет образа жизни, просто здоровый образ жизни, ничего лишнего. То есть на это дело отвлекаться нужно, постоянно только о тренировках и соревнованиях думать нельзя. Но стараюсь очень такого здорового образа жизни. Мы поговорили со спортсменами о развитии пауэрлифтинга в Абхазии. Давид высказал свое мнение о том, как можно привлечь больше молодежи к этому виду спорта и какие шаги необходимо предпринять для его популяризации в регионе. Будущее пауэрлифтинга в Абхазии, я думаю, довольно высокое, потому что мы вот как раз недавно я был в спорткомитете с президентом федерации Максимом Быковым. Там меня поздравляли тоже с победой на соревнованиях. И вместе с этим мы обсуждали вопрос о проведении здесь больших соревнований в Абхазии. И на этот счет президент федерации говорит, что это возможно. Надо просто наловчиться с проведением соревнований абхазских, именно вот Кубок Абхазии, вот такие чемпионаты Абхазии. Потом можно выходить на более высокий уровень, если скооперироваться с Федерацией пауэрлифтинга в России, то есть чтобы они проводили здесь соревнования. Вот. Немногие хотят там выезжать, им многим страшно, многие... это все-таки нагрузка ментальная сильно, там выехать, вдруг не смогу, вдруг не сделаю. А так все могут. У нас очень сильные спортсмены есть, у которых я даже лично многих знаю. Не только по пауэрлифтингу, а других видов спорта, боюсь, я много занимался. По борьбе, по боксу. Очень много у нас как раз и все выступают. Так что мы уже на хорошем уровне. Сейчас ты подготавливаешься к тому, чтобы поднять штангу в 120 килограмм. Как ты готовишься к этому? Какие приспособления тебе нужны? Нужна ли тебе подстраховка в этом? Подстраховка нужна на больших весах. Для вас, конечно же, да. В моем случае я использую наколенники и пояс. Это единственное, что разрешается в безэкипировочном пауэрлифтинге. Так что вот все, что есть. В завершении нашего общения Давид рассказал о своих планах. Он учится в 10 классе и пока еще раздумывает над будущей профессией. Но одно он знает точно – спорт останется важной частью в его жизни. Будущее, как и все спортсмены, я считаю, что у меня очень высокое, очень далеко, я считаю, пойду. И останавливаться не собираюсь. Потому что мне нравится это, я не вижу себя в чем-то другом. И поэтому я занимаюсь этим. Так что будущее свое вижу ясно. Сейчас я тренируюсь, подготавливаюсь. Вскоре у нас будут прямо в зале соревнования. Меня как раз просили выступить. Кубок Абхазии, прямо в элит-спорте, в этом нашем зале, который мы снимаем. Будут проходить соревнования. Сюда приедут из России люди как раз. Будем выступать. И я приглашаю всех поучаствовать. Как раз тут будут очень хорошие призы. И точные даты как раз элит-спорт опубликуют вскоре. Давид Шанава не просто чемпион. Он пример для подражания для многих молодых спортсменов в Абхазии. Его упорство и целеустремленность вдохновляют. И мы уверены, что впереди у него еще много ярких побед и свершений. Алиса Адлиба, Сандра Облоти, Абаза ТВ. С 30 января по 2 февраля в Гудауте проходят игры 6-го тура чемпионата России по волейболу «Высшая лига Б». В рамках тура абхазская команда «Апсны» проведет матчи с командой из Ставропольского края, «Колос» и с командой
Динская РЦСП из Краснодарского края. Все игры проходят в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба. Сейчас о погоде. В пятницу, 31 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление высокое, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 1 до 6, днем от 11 до 16 градусов. Температура морской воды 10 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.